Добрый день, Мария Павловна и дорогие ребята, подписчики Инстаграм страницы библиотеки Белинского. Меня зовут Мергустана Юрьевна. Рада видеть вас на нашем прямом эфире. Мы продолжаем цикл уроков «Хочу все знать», посвященный музею. Сегодня мы поговорим о мире якутской графики, о некоторых ее представителях и о том, чем вообще якутская графика характеризуется. Я веду беседу с Марией Павловной, сотрудником и методистом Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, Мария Павловна. У нас разная аудитория и с разной степенью подготовленности. И у наших слушателей могут возникнуть вопросы, которые они постесняются задать. Например, что такое графика как таковая? Какие ее виды существуют? Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Что такое графика? Какие виды графики существуют? Чем характеризуется якутская графика? Какие произведения из якутской графики хранятся в Национальном художественном музее? Афанасий Петрович Мунхаловской графики. Какие же характерные черты присущи его творчеству? Валериан Васильев, художник-новатор, искатель новых путей. Расскажите нам сегодня о его судьбе. Какие его самые знаменитые произведения хранятся в вашем музее? Здравствуйте. Я рада приветствовать всех в прямом эфире. Здравствуйте. Меня зовут Мищенко Мария Павловна, сотрудник Национального художественного музея Республики Саха-Якутия, методист по музейно-образовательной деятельности. И я вам с радостью расскажу о графике. Итак, графика — это вид изобразительного искусства, который включает в себя рисунок и печатные художественные произведения. Основные изобразительные средства — это линии, штрихи, пятна, точки, но цвет играет вспомогательную роль. Главный признак графики можно увидеть в особом отношении предмета к пространству, то есть это фон бумаги. Какие же виды графики существуют? Основные виды — это книжная графика, иллюстрации, обложка, суперобложка, форзац, ну и другое. Газетная и журнальная графика тоже имеет место быть. Также промышленная и прикладная графика — это вывеска, плакат, упаковка, визитка, баннер и так далее. Компьютерная цифровая графика и, наконец, станковая графика. Станковая графика, о которой мы сегодня с вами будем говорить, это все виды гравюр. Штамп, акварель, станковый рисунок. Что же такое гравюра? Это вид графического искусства. Создание тиражируемых изображений путем печати с рельефных поверхностей или через трафарет. Например, бывают такие виды станковой графики, как ксилография, афорт, линогравюра и другое. Следующий вопрос, пожалуйста. Ну, вот скажите, какие произведения из якутской графики хранятся в Национальном художественном музее? Так, самый обширный раздел собрания национального искусства в музее — это графика. Да? Экспозиция представляет уникальное явление, как якутская графика. С самого зарождения изобразительного искусства Якутии художники обращались к древнему эпическому наследию Аланхо, в котором черпали неиссякаемые идеи, образы. Ключевые образы — это, конечно, мировое древо с концепцией мироздания. Но что хочу сказать, какие именно картины из графики хранятся в нашем музее, так это, конечно же, Афанасий Мунхалов. Например, его работа
Торжество лета. Вот видно, да? Это линогравюра. То есть что такое линогравюра? Это резьба по линолеуму и отпечаток от нее на бумаге. Также в нашем музее хранятся прекрасные произведения Шапошникова. Шапошников иллюстратор, ну, вообще график многопрофильный. Да? Например, он изображал детский мир. Тоже линогравюра, водоплавающие из серии «Детский мир». Также был художник Сивцев. Вот у нас есть прекрасное произведение Сивцева, Илья Сивцев. Это сказители. Видите, да, прекрасное произведение. Называется «Счастье» из серии «Сказители» 1966 года. Угу. Так, есть еще художник, новатор, да, Валерьян Васильев, Нюргун Батур Стремительный. Его триптих очень знаменитый. Вот. Это ксилография. Резьба по дереву и отпечаток от нее, да, от гравюры. Из триптиха Нюргун Батур Стремительный. Так, дальше есть еще такие художники, как Карамзин, Ковалевский, Ватяков, Рахлеева. Ну вот про Ватякова хотела бы сказать, да, очень интересный художник. Всегда можно узнать его манеру ну, картин, его манеру в графике как таковой. Например, картина «Спокойное озеро» 1976 года. Ватяков. Угу. Мунхалов есть также, да, такая прекрасная работа. Работа называется «Слушают мир» из серии «Мой север». Тоже очень интересно. Старый Якутск, Ковалевский Олег. Линогравюра. Угу. Так, следующий вопрос, пожалуйста. Скажите, вот вам по душе больше всего какой из представителей якутской графики, кто больше всего вам нравится? Вот лично вам, кому вы испытываете симпатию? Лично я испытываю огромную симпатию к Валерьяну Васильеву, потому что этот человек, ну, действительно был новатором во всех отношениях. Он был не только вот графиком, но и прекрасным рисовальщиком. Он также за свою короткую жизнь, ну, воспел красоту мироздания на древней земле Аланхо, и был образ труженика, борца, да, в его полотнах. Очень интересный художник. Спасибо большое. Мария Павловна, скажите, вот как вы себе, откуда у вас проявилась любовь к живописи? Как вот вы себе вот это все раскрыли и пошли дальше по далее намеченному пути? Угу. Ну, вообще, я сама лично, да, увлекалась искусством, ну, лет с 5, да, начала рисовать и смотрела, как, ну, другие художники ну, в книгах, в журналах, да, передают свои произведения, ну, до зрителя. И я всегда с детства увлекалась всем этим и рисовала практически каждый день. Потом, после окончания школы, конечно же, я поступила в художественное училище имени Романова, Якутское художественное училище. Там отучилась 4 года дизайнером, и потом еще 6 лет на художника-графика в Арктическом государственном институте культуры и искусств. Спасибо, Мария Павловна. И еще такой вопрос, Мария Павловна. Графика, она используется также и в компьютерных играх, и в мультфильмах. У вас был опыт в такой стезе работы? К сожалению, нет. Я больше
предпочитаю, ну, старинные методы, да, изображения в графике, то есть это, например, ксилография, да, например, как иллюстрация для книг, тоже я иллюстрирую. И, ну, мне вот нравится именно обращаться к истокам. Мария Павловна, вот скажите, вы помните своего самого первого учителя, ну или в художественном училище, или в Арктическом институте культуры, на который вы хотите, вот, который вам привил любовь, все основы показал именно графического искусства? Ну, хочу выделить, конечно же, своего преподавателя, да, это Шапошникова Туяра Ефимовна, она сейчас преподаватель АГИКИ, насколько я знаю, она декан факультета изобразительных искусств, и она мне дала очень многое на самом деле. Она заложила во мне ту любовь к графике, которая должна быть у настоящего художника, художника-графика. И поначалу смотришь на графику, вроде, ну, черно-белая графика, да, это не живопись, это не цвета, в смысле, не бурные цвета, да, но потом понимаешь, сколько труда было вложено, сколько передано эмоций через работу, потому что действительно вот художники, они же, ну, графики, вечное сопротивление материала у них. То есть, когда они создавали резьбу, вот ксилографии, например, да, каждый штихель, вот разрез, надрез, да, штихелем. Штихель — это инструмент. Это прилагалась определенная сила, ну, нажатия, да, и человек старался не только создать красоту, но и передать то, что он чувствует, передать рассказ для зрителя. Вот, хотела бы, конечно, рассказать про Афанасия Мунхалова, да, чем отличается его работа, характерные черты, присущие его творчеству, да, какие. Ну вот произведениям Мунхалова присуща масштабность мышления, да. Давайте еще раз я покажу, чтобы были в курсе. Покажите, пожалуйста. Угу. Вдруг не видели? Ага. Масштабность мышления, обращение к самым сложным темам, умение найти для них емкие образные решения. Творческая программа художника все-таки сочетает в себе современные и вечные. Манера автора основана на конструктивности и одновременно декоративной композиции. Вот посмотрите, да, и конструкция, и декоративные элементы. Очень много декоративных элементов. Это на самом деле очень интересно. Вот. А что касается Валерьяна Васильева, да, моего любимого художника, графика, так он прожил всего лишь 32 года. 32 года и оставил нам огромное наследие, ярко заявил о себе в середине 60-х годов, радикально обновил искусство гравюры Якутии. Ну вот самые такие знаменитые работы, вот это Нургун Батур Стремительный, ну, вот, серия, да? Да, очень известно всем. Мария Павловна, благодарим вас за интересную беседу о мире якутской графики. И в завершение нашей беседы, какие бы вы пожелали, что бы вы сказали, какие пожелания нашим зрителям? С нетерпением мы, сотрудники музея, да, ждем открытия всех залов в музее для наших посетителей и для детей, и для взрослых, чтобы познакомить их с искусством Якутии, да, потому что искусство Якутии все-таки это уникальный мир. Желаю всем крепкого здоровья и бесконечного интереса к искусству. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, Мария Павловна. Спасибо нашим подписчикам, что слушали наш прямой эфир. Берегите себя и своих близких. Следите за нашими афишами. И до встречи на следующем эфире, который состоится 20 июля. Всего вам доброго.
До свидания. До свидания.